Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. Здравствуйте! Доброе утро! В студии Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедзянова. Приветствуем вас вновь в этот день, 15 октября, и сообщаем, что можно отметить сразу 3 международных праздника. Международный день сельских женщин, День белой трости. И Международный день мытья рук. Кто еще не успел с утра умыться, бегом в ванную. Заодно и праздник отметьте. И это еще не все, о чем вы узнаете, если продолжите нас смотреть. 140/90. Почему изменились нормы давления? В стиле «Как создать иллюзию бритого виска», горячего тренда в прическах. Приятного аппетита! Оригинальный хот-дог к вашему столу. Начать этот понедельник хотим с важной и нужной темы. Завершилась декада пожилых людей. Много внимания было уделено в эти дни татарстанским пенсионерам. Но главное, чтобы мы не забывали о старшем поколении и в другие дни года. Давайте вместе посмотрим, как прошло одно из многочисленных мероприятий, устроенных для пожилых в Казани. Десятилетняя Лиза – солнечный ребенок. Она старательно выполняет каждый элемент из номера. Маленькая принцесса Татарстана 2017 долго и усердно готовилась к празднику. У присутствующих она вызвала бурю оваций. Мы очень часто выступаем на благотворительных ярмарках, благотворительные мероприятия, какие-то сборы. Она самостоятельно занималась. Ну, бывают, конечно, сложности. Сложности у нас и с залом, и с хореографами нам нужно сейчас индивидуальных хореографов, пока мы не можем его найти. Наши дети не видели ни войны, ни послевоенной жизни, но хорошо знают они из рассказов ветеранов. Для детей это мероприятие – возможность прикоснуться к истории, а танцами, песнями, стихами порадовать старшее поколение. Откликнулись артисты совершенно разного возраста, артисты от 5 лет и выше, то есть это также ансамбли, танцевальная академия, Олимпия, потом ансамбль Сайдаш, девочки из музыкальной школы номер 1. Главной темой праздника был День пожилых людей. Ветераны, убеленные сединой, но не стареющей душой, были рады такому вниманию. Совместно с благотворительным фондом помощи «Чуткие сердца» мы проводим благотворительный концерт, где, соответственно, мы сегодня в первую очередь поздравили ветеранов потребительской кооперации, сферы образования, это Казанский оперативный техникум, Казанский оперативный институт, кто у нас работал многие годы, в первую очередь поздравили их. И также еще были ветераны, тоже приглашенные данным фондом. За чашкой чая вспоминали молодые годы, рассказывали о жизни, делились успехами. Встреча оставила приятные впечатления и эмоции у всех участников праздника. Кстати, тронут глубоко всеми исполнителями и вот этими самыми юными, которые чуть повзрослее, просто бесподобно. В конце праздника организаторы вручили подарки ветеранам. Это прекрасно, что в нашем городе проходят такие мероприятия, где люди старшего возраста могут общаться, пить чай и просто наслаждаться временем. Самое главное, чтобы такие мероприятия проводились как можно чаще. Ну а в продолжении нашей программы прямо сейчас мы узнаем, что предлагает телеканал ТНВ своим зрителям сегодня. Ну, здоров. А вы меня не помните? Ну как же, тебя забудешь. Чемодан давай, а сапоги почисть, а то не пущу. Катя решает вернуться в родной разрушенный город. Дед Матвей переправляет ее туда, уверяя, что дом девушки цел. В подъезде она встречает деда Нины, который рассказывает ей свою историю. Смотрите сегодня в 12:00. День – лучшее время, чтобы заняться здоровьем. Сегодня вы узнаете: здоровая беременность, что делать и чего избегать. Во всем мире идет планирование беременности. Рациональный взгляд на воспроизводство. Причем обследуется не только мама будущая, конечно, партнеры обследуются. Обследуется мужчина,
за 3 месяца до ожидаемой беременности. Спорт беременности не помеха. Какие упражнения подойдут будущим мамам? Если хотите быть здоровыми, смотрите эту программу сегодня в 14:45. Одни реки существуют на планете миллионы лет, другие полностью исчезли с лица Земли. Каковы экологические перспективы Волги и почему в ней появляется стоячая вода? Я обнимаю глобус сегодня на ТНВ. Ну что, сейчас самое время завтракать. Я думаю, уже кто-то сделал яичницу, кто-то сосиски отварил. А ты знаешь, самое популярное блюдо для завтрака какое? Скорее всего, яичница с сосиской и чай с кофе. Да нет же, так называемый хот-дог, то есть бутерброд по-нашему. А знаете ли вы, как правильно его готовить? Не знаете? Давайте посмотрим. Для приготовления хот-дога вам понадобится 1 булочка, сосиска, 1-2 ломтика бекона, свежий базилик, жареный бекон с луком. Для соуса возьмите по 35 граммов сливочного масла и пшеничной муки, 150 мл молока, соль, мускатный орех, перец по вкусу. Для соуса растопите масло и обжарьте в нем муку. Постоянно помешивая, влейте молоко, положите специи и соль. Сосиску оберните беконом, закрепите его шпажкой. Поджарьте на сковороде, а булочки подрумяньте в духовке. Обжарьте лук с беконом 5 минут. Положите на булочку лук, выложите сосиску, добавьте базилик и полейте соусом. Приятного аппетита! Мне иногда начинает казаться, что вот то, что у нас готовят каждое утро, и то, что мы видим, это настолько Отличается? Отличается от того, Да что нет, потом получается да у меня. нет. А вот смотри, если сверху еще привычно положить омлет, вообще будет все, знаешь... все закрыть. Все закрыть, сосиска вот тебе и закрасить. булочка, вот тебе и булочка. Как Малевич закрашивал, вот так же раз. Главное, чтобы всем было вкусно, дорогие друзья. А я сейчас вам расскажу, какая сегодня ожидает нас погода. Осень продолжает нас радовать, и за окном еще по-прежнему сухо. Слава богу, дожди идут не так часто, но сегодня они, кстати, местами пройдут, тем не менее. Температура воздуха около 8 градусов тепла, к вечеру похолодает до 5 градусов выше 0. Ветер умеренный, при дожде возможно усиление. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%. В первой половине дня возможно небольшая магнитная буря. Пожалуйста, берегите свое здоровье и радуйтесь прекрасным осенним дням. Ну а сейчас мы ненадолго. Совсем ненадолго. Абсолютно ненадолго уйдем на рекламу, после чего вернемся и продолжим. Не переключайтесь, впереди много интересного. Очень интересные гости. И вновь мы вам говорим здравствуйте. Наша программа продолжается. И сейчас узнаем, что нашептали вам и нам звезды. Овны. Запланированная поездка пройдет удачно и обещает новые знакомства и интересные приключения. Правда, возможно, небольшое недомогание. Не игнорируйте его. Тельцы. Возможно, что сегодня домашние дела будут постоянно напоминать о себе и даже требовать быстрых решений. В отношениях с членами семьи возникнет напряжение, постарайтесь не обращать на него внимания и исключите агрессию. Вообще поменьше агрессии в жизни должно быть. Близнецы. В этот день могут сбыться самые неприятные предчувствия, увы. Будьте осторожны в словах и поступках, не участвуйте в рискованных мероприятиях, не общайтесь с малоизвестными людьми. Раки. Наконец, наступило время для хорошего отдыха. Рекомендуется шопинг, поездка на природу. Во второй половине дня вероятны приятные известия. Возможно, самые близкие люди пригласят вас в гости. Время для отдыха в понедельник. Лев. Этот день отмечен повышением вашего творческого потенциала. Также вы можете почувствовать потребность выразить свои мысли и чувства перед близкими людьми. Девы, вполне возможно, сегодня вам придется столкнуться с проблемами в отношениях с окружающими. Если вы не пойдете на компромисс, то ситуация обострится до скандала.
Ну вот так начинается понедельник, но, дорогие друзья, ни в коем случае не волнуйтесь, поменьше агрессии, побольше позитива, и все будет в вашей жизни хорошо, несмотря на предсказания звезд. Куда уж деваться? Это точно. Ну а мы продолжаем. И сейчас очень интересная информация. В конце октября в столице Татарстана пройдет региональный этап 4-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Амбилипикс». Поговорим об этом со Светланой Ганеевой, председателем Координационного совета работодателей. Доброе утро, Светлана Александровна. Доброе утро, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что представляет собой движение «Амбилипикс», вот поподробнее. Замечательно, что вы называете это движением. Это потрясающий конкурс профессионального мастерства, где ребята, школьники, выпускники или уже специалисты показывают свои профессиональные компетенции. Абсолютно разного возраста? Да, 3 категории. А самая младшая категория? Школьники. Школьники и самые старшие, соответственно? Специалисты. Это люди, которые уже работают и выполняют, так скажем, какие-то работы определенные. Уже работают, да. Уже работают. Какова главная цель чемпионата? Основная цель чемпионата – это выявить среди людей с ограничениями самых профессиональных специалистов. И я хочу сказать, что эти люди прекрасно работают, замечательно выполняют задания, которые даются на Обилимпикс. И, естественно, основная цель – это найти работу, достойную для этих людей. То есть они с энтузиазмом, да, за все берутся. Очень замечательно. А какие компетенции представлены? В прошлом году было 7 компетенций, сегодня их уже 25. Ого! Я боюсь, что все сейчас не перечислю, но основные могу перечислить. Компетенция в области торговли, компетенция в области предпринимательства, есть бисероплетение, да, есть поварское искусство, есть кондитерские, выпечка кондитерских изделий, да, есть кирпичная кладка, облицовка плиткой, ну и огромное количество, на самом деле, компетенций. Самые востребованные профессии, все представлено, да? Прекрасно. А вот охотно ли сейчас работодатели берут на работу лиц с ограниченными возможностями? Благодаря, наверное, как раз вот этому конкурсу «Обилимпикс» работодатели начали открываться. Если в прошлом году у нас не было Координационного совета работодателей, то в этом году он появился, и большое количество работодателей сейчас очень активно участвуют в этом конкурсе. Они будут выступать в качестве главных экспертов на площадке и с потенциалом, с прицелом на то, чтобы взять этих ребят, победителей и вообще участников к себе на работу. А скажите, пожалуйста, любой желающий может подать заявку для участия? Да? Есть, конечно, основной показатель – это ограничения. Да. А так никаких... И желания. И желания, да. И, наверное, это замечательно, когда во время этого движения люди с ограниченными возможностями знакомятся, общаются, приобретают какие-то новые навыки, да? Абсолютно точно. В этом году у нас будет 180 участников. 180? Да, и мы планируем, что у нас будет 33 победителя, как минимум. Прекрасно. В любом случае, они все победители. Спасибо вам за то, что вы делаете для людей. И, конечно же, удачи всем участникам. И главное же не победа, а участие. И, конечно, чтобы все нашли свою работу. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, а мы продолжаем. И сейчас время узнать мнение наших самых молодых зрителей. Почемучек маленьких. О том, что такое зрение и что такое очки. Очки нужны человеку, у которого заболели глаза. Если у человека заболели глаза, то он идет в магазин и покупает себе за 500 рублей очки. А если у волка заболели глаза, то ему объясняет все нюх, который живет в носу. Он не щекотный, а бесчувственный. Очки – это 2 кружочка. У кого плохое зрение, тот их носит. Они не похожи на лук, потому что у них 2 палочки.
Они живут ночью в коробочке, а днем снова залезают на глаза. Очки нужны, чтобы хорошо видеть стареньким и чтобы не возник собственный удар в глазе. Их можно снимать, одевать, потому что они без застежка. Очки – такой глаз, который 2 штучки. И знаешь, надеваешь, и встает все видно вокруг. А еще 2 палочки, которые держат за уши, потому что если ты не будешь держать за уши, то они упадут и разобьются на маленькие кусочки. Очки нужны дяденькам и тетенькам, которые плохо видят. Еще они нужны ученым, чтобы видеть разные опыты и эксперименты. Еще они нужны на заводе, чтобы в глаз не попала охрипка. А если охрипка попадет в глаз, то все умрут. Мы продолжаем нашу программу и продолжаем тему зрения. В нашей студии наша гостья – это Наргиза Давлетшина, офтальмолог. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о проблемах со зрением, которые характерны для пожилых людей. Не секрет, что многие из них болеют диабетом 2 типа. Как эта болезнь влияет на зрение? Сахарный диабет является, конечно, грозной проблемой современного человечества, поражает практически все органы и системы человека, и глаз, орган зрения, не является исключением. В глазу сахарный диабет может принести поражение практически в каждом отделе. И если поражение таких отделов, как передний отдел, окологлазничной области, они не столь специфичны, сахарный диабет просто является фактором риска для усиления степени тяжести поражения, то ретинопатия – это основное и самое грозное поражение глаз при сахарном диабете. Так, а на каком году диабетической болезни проявляют симптомы ретинопатии, если я правильно выговорила, каковы они? Ну, стоит отметить, что диабетическая ретинопатия, она бывает 2 типов. Первая непролиферативная и вторая пролиферативная. Они последовательные. Первый тип протекает более доброкачественно, и у пациентов с сахарным диабетом он может проявиться на 15-10 год заболевания. Пролиферативная диабетическая ретинопатия может проявиться уже через лет 15-20, чуть позже. А как проявляется? Если на первом этапе, на этапе непролиферативной диабетической ретинопатии, пациенты долгое время могут не проявлять никаких жалоб. Жалоб, да. Да. Суть заболевания заключается в том, что поражается капиллярное русло, и на микроциркуляторном русле возникают такие проблемы, как нарушение обмена веществ, недостаточное питание, избыточное выделение жидкой части крови, формирование отеков и разрыв нервных окончаний. К сожалению, это может привести к необратимой гибели нервных клеток сетчатки. Если же эти изменения происходят на периферических отделах, то пациенты долгое время могут жалоб не предъявлять. Когда же возникают более грубые повреждения макулярной зоны, центрального отека сетчатки, пациенты начинают жаловаться на появление пятна перед глазом, искажение, затруднение зрения вдаль, затруднение вблизи. При более далеко зашедших, уже глубоких стадиях поражения зрение может резко исчезнуть практически одномоментно. То есть человек может практически ослепнуть? Какая-то световая реакция, как правило, остается, но запущенные стадии могут привести к полной слепоте, конечно. Да. Вот что предпринять пациенту? Когда появились первые признаки? При появлении первых жалоб, каких-то изменений остроты зрения, конечно, необходимо обратиться сразу к врачу-офтальмологу. Но стоит отметить, что пациенты с сахарным диабетом являются постоянными пациентами, должны наблюдаться не только у врача-эндокринолога, но и офтальмолога. В ряде случаев врачи-неврологи занимаются, хирурги и сосудистые хирурги. То есть разработана какая-то система профилактики, да, этого заболевания у диабетиков? Но если диабет уже поставили, к сожалению, этот процесс необратимый. Если уже произошло поражение капиллярного русла, этот, к сожалению, процесс уже запущенный, механизм запущенный, и он опять-таки необратимый. В таких случаях все наши мероприятия направлены на то, чтобы остановить, задержать процесс и как можно дольше продлить качество хорошей жизни у пациентов. Для этого, конечно же, нужно обязательно тесно работать, контактировать со своим врачом-эндокринологом, обязательно регулярно посещать врача-офтальмолога, следить за уровнем сахара крови, диету соблюдать, обязательно за липидами крови следить и держать в пределах стабилизации артериального
артериальное давление. Все эти параметры, они направлены на улучшение реологических свойств крови, то, чтобы кровь была на нормальной вязкости, жидкости, и на удержание хорошего тонуса сосудистой стенки. А еще одно возрастное состояние – это макулодистрофия, если я правильно сказал. Каковы ее симптомы и лечение? Макулодистрофия, она тоже бывает двух типов. Первый тип – более доброкачественная сухая форма, и второй тип – влажная форма, более злокачественная, неблагоприятная. При сухой форме жалобы могут совершенно не проявиться. Может же быть какое-то легкое затруднение при взгляде вдаль, затруднение при чтении или какое-то серое неплотное пятно в центральном поле зрения может появиться. А при влажной форме объемы, объекты, линии могут начать искажаться, искривляться, ломаться. Может появиться пятно от серого до совершенно темного и совершенного закрытия центральной области поля зрения. В общем, не стоит оттягивать, как говорится, чтобы уж совсем заболевание не потерять зрение и вовремя обратиться к специалистам. Спасибо вам большое, что ответили на наши вопросы. Тема действительно очень важная. Мы продолжаем. Как мы уже говорили, сегодня Международный день мытья рук. Напоминаем, что это самый надежный способ не заболеть, что очень, кстати, актуально осенью. Около 80% инфекционных заболеваний передается через руки. Сначала вы прикасаетесь к ладони заболевшего или трогаете предмет, за который он только что держался. Так вирус попадает к нам на ладони. Потом вы чешете глаза, нос или рот, и вирусы через слизистую проникают в наше тело, вызывая ОРВИ и грипп. Вот так, если вы будете мыть руки с мылом после рукопожатий, прикосновений к чужим вещам, поездок в транспорте, то у возбудителей гриппа уменьшатся шансы попасть в ваш организм. Мойте руки мылом минимум 20 секунд и только потом смывайте. Если в вашем распоряжении нет воды, обрабатывайте ладони жидким антисептиком с содержанием спирта как минимум 60%. Сейчас тоже поговорим на тему здоровья, правда, в другой его области. 120/80. Давление как у летчика. Именно эту фразу нам всегда говорили врачи, измеряя наше артериальное давление. Но сейчас многое изменилось. Норма стала гораздо выше, так как более миллиарда людей на планете страдают хронической гипертонией. Если раньше считалось 130/90 это нормой, то недавно скорректировали эту норму Европейское общество кардиологов. Верхняя граница нормы считается 140/90. Свыше таких цифр уже является артериальной гипертензией. У многих пациентов врачи впервые диагностируют гипертонию при давлении 150/160/90-100 мм ртутного столба и выше. Давление на протяжении многих лет повышается постепенно, и поэтому люди не придают этому значения и привыкают жить и работать с давлением выше верхней границы нормы, что чревато развитием серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ваше давление 135/80, хотя по клиническим рекомендациям верхняя граница нормы 140/90 считается, но на нее ориентироваться всегда нельзя, потому что у каждого человека свое адаптированное давление есть. Для вас может быть 130/80 иногда быть высоким, поэтому все препараты, которые мы вам назначили, нужно принимать в тех же дозировках в определенное время. Люди успокаивают себя тем, что у них пока верхняя граница нормы, или немного ниже, например, 135. Но в любом случае, если давление уже находится на верхней границе, то необходимо принимать мягкие успокаивающие препараты или пользоваться современными системами укрепления сердечно-сосудистой системы, например, кардиопульсацией. Кардиопульсар путем воздействия пневматического импульсивного сжатия нижних конечностей относительно сердечного цикла улучшает кровообращение в дистальных областях. Доказано, что наружная контрпульсация приводит к выраженному улучшению качества жизни больных, увеличивает переносимость физических нагрузок. Наружная контрпульсация показана не только гипертоникам. А если вы страдаете хронической ишемической болезнью сердца, перенесли инфаркт, или не получаете облегчения от приема препаратов, или по каким-либо причинам вам противопоказана ангиопластика и аортокоронарное шунтирование. Но, несмотря на длительный эффект такого метода, любому сердечнику нужно ежедневно измерять давление и проводить анализы состояния своего мотора.
Может, со стороны это и выглядит немножко странно, но мне кажется, это очень действенный метод борьбы со многими заболеваниями. Давление свое обязательно нужно контролировать. Как бы это ни выглядело со стороны. Ну, а мы напомним, дорогие друзья, если вы захотите посмотреть повторы наших программ, заходите на наш сайт www.tnv.ru. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Также мы есть в Инстаграм. ВКонтакте вы можете оставить свои вопросы, на которые мы с удовольствием ответим в последующих наших программах. Вот, кстати, давай-ка расскажем о погоде еще раз. Как ты думаешь? Обязательно, потому что начало недели, это очень важно. Сегодня знать все, как одеваться, это очень важно. Кстати, я сегодня сказала уже, что сегодня ожидается 8 градусов тепла, а вот завтра ожидается повышение температуры. Вот такая осень в этом году прекрасная, абсолютно комфортная. Какая будет погода завтра, мы узнаем завтра. А сегодня вероятность осадков небольшая, но тем не менее местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха около 8 градусов тепла, повторюсь, к вечеру похолодает до 5, даже ночью сохраняются еще плюсовые температуры. Ветер умеренный, при дожде возможны порывы. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%. В первой половине дня возможна небольшая магнитная буря. Пожалуйста, вовремя примите необходимые лекарственные препараты. Сейчас небольшой блок рекламы. Впереди все самое интересное. Не переключайтесь. Обещаем. Как работает реальная экономика? На ТНВ по понедельникам в 22:10. Здравствуйте, мы продолжаем. Хотите улучшить жизнь? Тогда слушайте пение птиц. Ученые из Королевского колледжа Лондона установили, что это занятие способно улучшить наше психическое состояние, по крайней мере, на ближайшие 4 часа. Участников эксперимента попросили зафиксировать свое настроение в течение 1 дня обычной городской жизни. Результаты показали, что те, кто успел послушать птиц, вечером чувствовали себя намного лучше других. Ученые советуют, если вы не можете проводить хотя бы часть дня на природе, скачайте трели птиц на телефон и наслаждайтесь. Продолжим очередным сюжетом о том, как улучшить настроение, придать телу бодрости, а уму ясности. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и как ты будешь мучить меня сегодня, Алмаз? Будем продолжать тренировать мозг. Неужели будем учить стихи Пушкина? Все гораздо проще. Будем ловить капельку. Ну это просто. Ага. Поехали. Ставим ноги шире плеч. Работает только верхняя часть корпуса. Левая рука у нас уходит в сторону, ладошкой в потолок. Ладошка смотрит наверх. Правая рука под мышку. Ладошкой вниз. Поймали капельку. Положили ее в ведро с другой стороны. Правая рука ушла на пояс. Правой рукой ловим капельку, левая рука уходит под мышку. Посмотрели на ладошку и положили ее в ведерко с другой стороны. Снова поймали капельку, положили. Поймали капельку, положили. Поймали капельку, положили. Обязательно смотрим на свою ладонь. Поймали капельку, левой рукой поймали капельку. Левой рукой поймали капельку, положили. Поймали капельку, положили. Потихонечку ускоряемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не так-то это и легко, как оказалось. В этом упражнении очень хорошо работает поясничный отдел, а также руки. Вытягивается макушка и выпрямляется спинка. И хорошо тренирует мозг. Занимайтесь сами, занимайтесь вместе с детьми. Всего доброго. Будьте здоровы. Нет, не так это, я тебе потом покажу. Мы продолжаем. Сейчас сюжет о том, как соответствовать горячим трендам сезона. Покажем, как своими руками сделать модную прическу. А потом очередной гость у нас. Такую прическу можно сделать просто и быстро, а выглядит она очень эффектно. Волосы у виска разделяем на 3-4 части.
Важно делать ровные линии. Скручиваем. Жгутик делаем потуже, чтобы максимально было видно кожу. Затем делаем еще один жгутик. Фиксируем невидимкой. Снова скручиваем. А затем укладываем гелем либо лаком для волос. Чтобы спрятать невидимки, затылочную часть зачесываем назад и фиксируем лаком. Для дополнительного объема волосы можно накрутить на плойку. А у нас обещанный гость, вернее гости, это Алина Зангирова, стилист, имиджмейкер. Продолжим с ней говорить о модных трендах этого сезона. Доброе утро. Да, лето прошло, но тем не менее осенью хочется сохранить в душе какие-то яркие краски. И что же модно-то в этой осенью? Да, какие главные новинки сезона? О главных новинках можно говорить много, но первое, с чего хочу начать, сказать, что лето продолжается, и, например, если говорить о дениме, всеми любимый наш деним продолжает быть актуальным. Именно это джинсовые платья, рубашки, джинсы. Как правило, это все на высокой посадке идет. Длина как может быть абсолютно любая, как укороченные модели, так и удлиненные. Это широкие модели. Именно низкая посадка и скини уже далеко ушли назад. То есть вернулась мода на высокую посадку. Да. Да. Именно многие женщины найдут себе удобные джинсы, именно мам-джинс и такие бананы. Это как раз высокая посадка и более широкие в бедрах. То есть джинсы по-прежнему актуальны, не выходят из моды, только меняется немного форма джинс, да? Высокая посадка и более такие объемные. Вот про то, что вы говорите, это как раз вот во времена, наверное, моей юности, 10-11 класс, как раз вот такие джинсы, так называемые мальвины были модные, вареные джинсы. Вот сейчас то же самое? Сейчас то же самое, плюс еще вот хотел сказать, что расклешенные с отворотами тоже будет самое оно. Дизайнеры предлагают аж загибать до колена, тем самым меняя полностью вид этих джинс. Удивительно. То есть можно доставать даже из старый запас джинс и вполне сойти за модного человека. А что с объемными вязаными вещами? В тренде ли они? Да, безусловно, когда у нас становится холодно, вязаные вещи всегда в тренде, а именно это платья и юбки, длина миди и макси, это шарфы, шапки, это кардиганы, свитера, обычные, также и оверсайз. И также любые какие-то вязаные изделия, например, это может быть ваши сумочки. Вот, как говорят, платье-свитер, да, платье-свитер, вот объемное, оно вроде как можно свитер с теми же самыми джинсами, да, можно надеть, а также как отдельно, как платье, правда? Правильно, да, также можно завязать с ремешком, нам сейчас очень рекомендуют стилисты, и причем не один ремешок, а их несколько. Это будет очень стильно, и как раз сделайте акцент на талии. А обувь какая вот нужна именно вот с таким платьем? Все зависит от вашего роста. И если вы достаточно высокая девушка, будет хорошо просочетать данный объемный верх с ботфортами. Если же у вас рост низкий, либо средний, тогда это сапоги с длиной 5 сантиметров ниже Вот сейчас колено. Мы видим платья, которые действительно, мне кажется, настолько уютные, теплые, но всем ли они подходят? Достаточно прямой крой, который не акцентирует на талии, достаточно всем, по сути, подойдет, да. Единственное, что если у вас есть, конечно же, что подчеркнуть, если у вас есть талия, используйте в этом случае, например, платье с акцентом на талии, то есть это, как, опять же, эти ремешки и различные, например, варианты с запахами. Кстати, как раз тоже очень актуально этой осенью. Ой, платье с запахом, это вот опять же уютно и тепло. Да. А модный декор в одежде, вот какой, помимо ремешка? Что вот именно этой осенью актуально? Хотелось бы сказать о принтах, и на 4 основные
основных принта, которые будут очень актуальны. Первое – это цветы. Это как продолжение лета, то есть нам напоминает о лете, поднимает настроение. Второе – это леопардовый принт. То есть леопард вернулся? Леопард вернулся, он так периодически всегда весной, осенью возвращается. И далеко, конечно, не все женщины могут его позволить себе, но тем не менее, если вы хотите его носить, но у вас, скажем, вы стесняетесь, носите его с бежевыми, с коричневыми оттенками. Если же вы яркая, страстной натуры, можете сочетать его с красным цветом. То есть, если все же хочешь, но немножко стесняешься, может быть, сумку, да, с таким принтом, да, или какой-то шарф? Небольшой элементик, например, даже ноготки покрасить, да, или это может быть туфли, что-то, какой-то небольшой элемент. Следующий – это клетка. Тоже очень красиво, очень актуально, да, этим сезоном, причем не только для работы, но и на вечер можно пойти, причем размер и цвет может быть абсолютно любой. И четвертый – это абстракция, различные вышивки и орнаменты. Вот я думаю, леопарда тебе вот не стоит на себя надевать, а вот клетка тебе бы очень подошла. Леопарда можно на себя одеть, если я собираюсь жить где-то там, где жарко, и охотиться в лесу. Вот тогда можно одеть, чтобы слиться с природой. Тут ты куда-то не туда тебя понесло. А какие модные цвета сезона осень 2018? Самыми модными цветами этого сезона станут те цвета, которые напоминают нам осень. Это оранжевый, желтый цвет, бутылочный зеленый, темно-синий, алый, цвет марсала. Это цвета, которые напоминают нам лето. Все приглушенные мягкие цвета. И также поднимут нам настроение. Это фуксия и такой фиолетовый цвет. Ой, в общем, не стоит бояться ярких цветов, несмотря на то, что за окном осень. Тем более я говорила уже, что осень в этом году какая-то абсолютно комфортная. И можно до сих пор наслаждаться, нарядиться и пойти какой-нибудь яркий цветочек, там, леопарда, ну не знаю, да? Это точно. Не стоит бояться. Не стоит бояться и даже ярких сочетаний, ведь именно осенью и зимой этого сезона именно актуальным сочетанием будет фуксия с красным и желтый с черным. Прекрасно. Спасибо вам большое. Да, спасибо. А мы продолжаем. Мы сейчас афиша городских событий. Информация для всех, кто не знает, чем заняться на досуге. Стоим с тобою рядом мы на пороге тьмы. Сегодня в Татарской филармонии традиционный музыкальный понедельник. Пришедших ждет музыкально-литературный лекторий на тему песен советских композиторов. Вы услышите популярные мелодии прошлых лет, которые не теряют актуальности и сейчас. Узнаете историю их создания. В Казани продолжает свою работу выставка Шагабуддин Марджани «Татарский характер». Татарский просветитель представлен здесь как многогранная личность – теолог, историк, имам, философ. Рукописи самого Марджани, а также древние хадисы, хранившиеся в его библиотеке, специально для этой выставки собирали по научным книгохранилищам России, музеям и частным коллекциям. Марджани в своих работах часто рассуждает о диалоге культур, чувстве национального достоинства, интересе к историческому наследию, свободе интеллектуального выражения. Его размышления актуальны и сейчас и будут интересны посетителям выставки. Ну а сейчас напомним вам, какие интересные программы вы сможете увидеть сегодня на нашем телеканале. Ну, здоров. А вы меня не помните? Ну как же, тебя забудешь. Чемодан давай, а сапоги почисть, а то не пущу. Катя решает вернуться в родной разрушенный город. Дед Матвей переправляет ее туда, уверяя, что дом девушки цел. В подъезде она встречает деда Нины, который рассказывает ей свою историю. Смотрите сегодня в 12:00. День – лучшее время, чтобы заняться здоровьем. Сегодня вы узнаете: здоровая беременность, что делать и чего избегать. Во всем мире идет планирование беременности. Рациональный взгляд на воспроизводство. Причем обследуется не только мама будущая, конечно, партнеры обследуются. Обследуется мужчина за 3 месяца до ожидаемой беременности. Спорт беременности не помеха. Какие упражнения подойдут будущим мамам? Если хотите быть здоровыми, смотрите эту программу сегодня в 14:45.
Одни реки существуют на планете миллионы лет, другие полностью исчезли с лица Земли. Каковы экологические перспективы Волги и почему в ней появляется стоячая вода? Я обнимаю глобус сегодня на ТНВ. Сейчас у нас продолжение гороскопа. Весы, посвятите этот день детям. Вы получите большое удовольствие от общения с ними и зарядитесь энергией на всю неделю. Мне кажется, дети действительно могут настолько зарядить, что этой энергии хватит не только на неделю. На год может хватить. Скорпионы, идет неблагоприятный период, поэтому звезды рекомендуют переждать и начать активную деятельность только со вторника. Ваше напускное хладнокровие может оказаться преградой в отношениях с близким человеком. Очень серьезный гороскоп для скорпионов. Стрелец, слушай внимательно. Эти сутки могут быть полны разного рода неожиданностями, как приятными, так и не очень. Работа потребует от вас полной концентрации внимания. Также избегайте крупных трат. Ты лучше жене кошелек отдай. Я сконцентрирован. Козероги. Суетливый день, но вы сможете сделать все дела, за какие бы ни взялись. Сегодня действуйте так, как подсказывает вам интуиция. Возможно, близкие попросят вас о помощи, не игнорируйте их. Водолеи, вам удастся улучшить ваше материальное положение и отношения с родными. Удачно пройдет оформление важных бумаг. Возможно, даже поступит серьезное предложение по работе. Смотри, как взаимосвязано. Хорошее предложение по работе, улучшается материальное состояние и, соответственно, общение с родными тоже улучшается. Все, так сказать, собралось. Рыбы, у вас все отлично, здоровье улучшится, а дела пойдут в гору. Сегодня не рекомендован тяжелый физический труд и перенапряжение. Вот это да. Чем дальше по гороскопу двигались, тем лучше все становилось. Но я хочу сказать, что хорошо все будет у всех. Да, мы вам это обещаем, гарантируем. Главное настроиться на все это хорошее. А наша программа на этом завершается. А вот что увидите завтра. Каблук еще каблук. Красоты или вреда, чего больше в этой обуви? Равные возможности. По какому принципу работают инклюзивные детские сады в Казани? Приятного аппетита! Оригинальный рецепт к вашему столу. Ну что ж, это было все, что мы успели рассказать вам сегодня. Неделя началась. Понедельник встретил нас пасмурной погодой, был холодный ветер, но нам кажется, что это утро, проведя с нами и зарядившись, можно не заметить абсолютно ничего негативного, а наоборот. А вот я не заметила порывистого ветра. Мне кажется, что осень продолжает нас баловать. Завтра будет еще теплее, друзья. Главное, чтобы в душе у вас всегда светило солнце. Спасибо всем, кто встречал это утро вместе с нами. Сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Мухамедянова. Неделю начали вместе, и давайте также бодро всю эту неделю проведем. Пусть день подарит вам только хорошие эмоции. До новых встреч на ТНВ. Мы вас любим. Всем пока! Черное озеро. По будням в 21:00.